Меня зовут Роман Савин, я бегун-любитель, специализируюсь на стоячских дистанциях по марафоны, ультрамарафоны. Бегаю уже 4 года, занимаюсь сам у тренера, также тренирую группу любителей по бегу. Желательно в такое время не начинать, потому что нужно организм постепенно приготавливать, во-первых, к физическим нагрузкам, плюс к температурному режиму. То есть те, кто уже бегают, в принципе, могут потихоньку вот так бегать, и, допустим, до минус 25 можно совершать легкие кроссы на улице. А если вы не готовы, то желательно, конечно, занимайтесь в помещении, в манежах, которые, к сожалению, в данное время пока закрыты. Вот. А так, да, если вы хотите бегать зимой, то нужно постепенно увеличивать температурный режим. То есть начинаем вот минус 5, минус 10, ну и до минус 25, как я уже сказал. Сейчас достаточно, чтобы у вас был, можно обойтись двумя слоями, да, то есть первый слой это термо, тайцы и лонгслив, специальные термо, да, и сверху ваша обычная куртка, желательно, чтобы была она с ветра и влагозащитой, и обычные штаны тренировочные подойдут. То есть в данное время, вот пока на улице комфортная погода, минус 5, минус 10, можно обойтись двумя слоями. А так, конечно, чуть ниже температура, если будет, то уже 3 слоя. Должен быть первый влагоотводящий, который не будет задерживать влагу, будет выводить ее наверх. Потом термослой и также ваш верх, куртка и штаны. Есть принцип 10 градусов для бега на улице. То есть вы должны одеваться так, как будто бы на улице на 10 градусов теплее, чем есть на самом деле. То есть экипировку нужно подбирать таким образом, потому что когда мы бегаем, наше тело вырабатывает тепло. Если вы слишком тепло оденетесь, то есть вы вспотеете. Если у вас получается одежда хлопковая внутри, она вся промокнет и вы замерзнете. То есть обязательно должна быть одежда из полиэстера, да, спандекс, то, что не задерживает влагу, выводит ее, да. Ну и, конечно, вот эти вот технологии дополнительные, вот термо, мембрана, что там еще есть, какой-то там, ну, Коламбия, не помню, как называется, слой, который сохраняет тепло внутри. Вот. Ну, самое главное, вот, то есть чуть холоднее 3 слоя, это, в принципе, нормально. В данное время 2 слоя. Обязательно обувь должна быть с пропиткой материала Gore-Tex. Это защита от влаги и защита от ветра. То есть, если у вас будут обычные летние кроссовки, они будут продуваться, потому что там есть сеточка. Ваши ноги могут замерзнуть, да, поэтому обязательно кроссовки с покрытием Gore-Tex материал. Желательно, чтобы это была какая-то трейловая обувь с протектором, чтобы можно было цеплять по снежному покрытию. Если вы бегаете в тех местах, где присутствует лед, то уже брать специальные модели с шипами. Есть, допустим, там Asics Fujitsu, да, допустим, Iceback, там, ну и такие модели, в общем, у которых присутствуют шипы специальные. Ну, во-первых, вам нужно начать ходить. То есть, если вы абсолютный новичок, то начните с пеших прогулок, потому что это очень важно, подготовить наши колени. Если мы побежим, грубо говоря, с дивана, да, то есть это будет колоссальная нагрузка на наши колени, связки, мало ли что мы себе можем повредить, да, от такой нагрузки, которую мы никогда вообще не переживали. Естественно, мы травмируемся, у нас пропадет желание заниматься дальше. Поэтому сначала мы начинаем ходить 2, 3, 4, 5 километров. Ну, вот как скандинавы с палочками, допустим, ходят. Что-то в этом духе. Достаточно будет походить 2-3 недели. Такие пешие прогулки, постепенно можно будет переходить уже на бег. То есть бегать те же самые 2, 3, 4, 5 километра и начинать бегать. Плюс надо будет делать общее
развивающие упражнения для того, чтобы укреплять наши связки, суставы, то есть приседания, отжимания, пресс, растяжки. Вот это все необходимо. То есть для того, чтобы не просто бегать, а для того, чтобы ваше тело могло переносить эти самые нагрузки без вреда для организма. Прежде чем начать беговую тренировку, нам необходимо подготовить наше тело. Для этого мы всегда делаем суставную разминку. Суставная разминка у нас начинается сверху вниз. Да, начинаем движение шеи, разминаем нашу шею, получается, круговыми движениями влево-вправо. Можно вверх, вперед, назад, влево, вправо. Далее у нас идут плечи. Мы начинаем разминать наши плечи такими же круговыми движениями. Вперед, назад. Далее добавляем руки. Можно поделать наклоны влево, вправо. Полностью показываю. Ага. Далее у нас круговые движения корпусом идут. Это на спину получается. Также лево, право в разные стороны. Далее переходим к коленям. Также круговыми движениями делаем. Лево, вправо. Такое движение может быть. После разминаем голеностоп. Левая нога, правая нога. Теперь надо будет сделать махи на каждую ногу. Хоп. И движение получается у нас для мобильности нашего тазобедренного сустава. Вот такие движения. Разминка перед бегом должна длиться 5-10 минут для того, чтобы наше тело, так сказать, получило необходимый заряд энергии, чтобы наш пульс поднялся до рабочего, да? Где-то примерно 100 ударов в минуту, можно чуть больше. После этого уже можно будет начать беговую тренировку, не опасаясь то, что мы можем потянуть мышцы. Да, кстати, можно еще будет сделать такие тянущие движения, потянуться, чтобы немножко растянуть, так сказать, мышцы. Ну и после такой тренировки можно будет уже непосредственно перейти сразу к бегу. Так что я побежал.